arcaszken nem mich versuchen, was mit heilig hatchenu. Dardel mazil vaks nem rashu ukarujen ire tocho, semerodek nem rat. Szervelem ez daröskúf, sarder azt fendagelsú. Kedleg de te putudéznak varzazaren nemek hafen, vedlegende halenöfsz. Machi de ruxse sarja chureten als arag zarga, rast fendag jehis legen. Szervelem ez daröskúf, sarder azt fendagelsú. Szervelem ez daröskúf, sarder azt fendagelsú. Kan min boll för nej, razma afon el shu. Ihre Sachen es cool, jema amon chenu. Abon machen Schiene bauen, Nali samon den keron, Zaragwen lavar kenem, Zarayni maqsad mabon. Szervelem ez daröskúf, sarder azt fendagelsú. Szervelem ez daröskúf, sarder azt fendagelsú. Ma kan min boll för nej, razma afon el shu. Ihre Sachen es cool, jema amon chenu. Вот так весело, позитивно и с музыкой началось наше утро. С добрым утром еще раз, дорогие наши телезрители. И у нас в гостях Александр Тидеев. Доброе утро, Александр. Доброе утро. С чего началось ваше знакомство с музыкой? Знакомство с музыкой началось с рок-музыки, само собой, да. Ну, с музыки и началось, в принципе. Вот, так что... Ну, в каком возрасте это произошло? Это произошло, наверное, с самого рождения все начало происходить, потому что отец у меня музыкант уже с молодости. Вот. А так сам начал играть где-то в 12 лет, наверное, гитару первый раз взял в руки. То есть, в принципе, отец вложил в вас эту любовь к музыке? Отец, друзья отца, да. Вот. Вы с детства находитесь в их кругах? Да, присутствуете на концертах? Да, варюсь в рок-н-ролльной каше, да. Вот, так что да, это все с детства началось, да, всегда рядом были люди, которые играли рок-музыку, слушали рок-музыку. Всегда звучали пластинки группы Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, вот, так что... Никогда не возникало сомнения, да, в каком направлении вы будете работать, ну, в музыкальном направлении? Вообще, наверное, бывали какие-то сомнения в какой-то момент, когда ты начинаешь задумываться о том, что это все бессмысленно, что здесь это никому не надо, ты думаешь о продвижении, вот, но в итоге ты не продвигаешься и думаешь, надо заняться другими делами, надо пойти в полицию работать или куда-то еще, как бы, а потом нет, все-таки ты понимаешь, что это твое, ты не можешь без этого. И продолжаешь заниматься любимым делом. Как вы считаете, почему нет продвижения в нашей республике? Ну, у нас вообще в России не особо сильное продвижение в плане рок-музыки. То есть, все зависит от денег. Если у тебя есть деньги, есть продвижение. Есть реклама, есть телевидение, радио, афиши, билборды. Вот. И, ты готовишь какой-то концерт, допустим, делаешь хорошую рекламу или рекламную акцию, как бы предконцертную, да, предвыборную. Вот. И тогда люди приходят, да. Но на это все нужны деньги. Какое-то спонсорство может, но лично я
И много моих друзей на это никогда не рассчитывали. Потому что, ну, просить немножко унизительно, вот, а сам никто не предлагает, поэтому мы своими силами всегда это делаем. Иногда уходим в минус, иногда в плюс, как, ну, в общем, по-разному бывает. На каком уровне сейчас, как вы считаете, рок-музыка у нас в республике? Ну, если брать какие-то определенные группы, допустим, или исполнителей, тогда у нас достаточно высокий уровень талантов, потому что таланты, в принципе, не важно, где ты родился, талант есть талант, ты можешь его довести до больших предела. высот, да, до каких-то определенных пределов высот, как бы, да. И ну, в общем, у нас нормально все То есть с уровнем. у нас есть С уровнем творческая у нас все молодежь, нормально, да, конечно, да. у которой большое будущее. Да, просто они не могут этим заниматься, не могут на это делать полную ставку, потому что это невыгодно. Понимаете? И они в итоге все, когда немножко взрослеют, они заканчивают институт и уходят По профессии. на какие-то, да, по профессии начинают работать, семьи заводят. Вот. Так что, ну, все, в принципе, как и во всем остальном мире. Капитализм рулит. Сегодня Всемирный день рок-н-ролла. Что для вас рок-н-ролл? Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех любителей рок-н-ролла с этим днем. Вот, всех музыкантов, слушателей рок-музыки. Ну, для меня рок-н-ролл — это, наверное, все. Это, наверное, и образ жизни тоже, и стиль жизни. Вот, и, ну, это, он как в кровь. Это как наркотик, в принципе, знаете. Если ты попробовал его один раз, ты уже, наверное, не слезешь с него никогда. Вот. Так что рок-н-ролл — это, да, это нечто похожее с наркотическим опьянением, только в хорошем смысле слова. То есть, ну, лучше такое, как бы, влияние, чем пагубное, да, другое. Так что... Я знаю, что у вас есть группа Dominated, где исполняется такой прям тяжелый рок. Также есть группа с вашим отцом, где исполняется, ну, немного полегче музыка. Скажите, пожалуйста, вы также работаете еще в нескольких направлениях. Как вам удается охватывать столько всего? Хороший вопрос. В чем секрет успеха? Дело в том, что когда ты слушаешь очень много музыки, начинаешь понимать ее. То есть существует много разных стилей в музыке, и все они по-своему хороши. И их так много, вот, что в итоге, ну, хотя бы 2, 3, 4 стиля тебе подходят. Вот. Ты начинаешь работать в этих направлениях. То есть ты сочиняешь музыку, одна песня может получиться в тяжелом как бы варианте, другая в попсовом варианте, да, там альтернативный, гранж или что-то такое. И ты понимаешь, что каждое из этих творений — это часть тебя. И ты уже не можешь потом от этого отказаться. То есть, ну, тебе жалко песню не отрывать отдашь. от себя, да? Ну, не отдашь, не продашь, потому что никому это, в принципе, не нужно, как бы, да. Вот, и ты понимаешь, что, ну, надо, значит, это как-то довести до конца, и в итоге получается у тебя один проект, второй проект, третий проект, да. Ну, и плюс еще возможности. У нас, в принципе, очень мало, как бы, мало у нас музыкантов разноплановых, я имею в виду. То есть в группе должен быть барабанщик, бас-гитарист, гитарист, соло-гитарист, ну, ритм-гитарист, соло-гитарист, вокалист, да. И все хотят быть в основном гитаристами. Вот. Барабанщиков у нас мало, даже бас-гитаристов у нас мало толковых, да. И поэтому, ну, исходя как бы из возможностей, да, как бы войдя в эти рамки, ты дальше никуда не можешь продвинуться, поэтому ты делаешь что-то сам, что-то конкретное, определенное. Александр, скажите, как часто у вас бывают концерты? Смотря какие концерты. В последнее время я часто выступаю в клубах под акустику. Вот. Но это полноценным концертом не назовешь, конечно. Вот. А так планируем большие концерты тоже. Недавно был фестиваль Ирон Рок, в прошлом году еще. Недавно относительно. Вот. В том же году был трибют Металлике, тоже мы делали. Вот. А так вот, помимо этого, крупного ничего не было. В основном только вот такие мелкие выступления в барах. И не планируется ничего в ближайшее Планируется, да. Вот мы планируем сейчас с отцом. Только планируем пока. Расскажу почему. Планируем сольный концерт группы Кройдон.
Вот, может, с какими-то приглашенными артистами, музыкантами. Но это пока тоже вот в планах все. Трудно это в планах, потому что, ну, трудно очень составом. Опять-таки, вот возвратимся к разговору о музыкантах. Здесь как бы трудно с музыкантами ладить. И я сам тоже сложный человек, и многие другие музыканты тоже сложные люди, да, и нам очень сложно иногда бывает Ну, творческим между собой людям, да. договориться, да, потому что каждый хочет быть главным, каждый на себя тянет одеяло, и, ну, это, конечно, проблема. Ну да. Проблема, но как-то вот общими силами мы что-то все-таки, наверное, сможем сделать. Удачи Вот. вам. Спасибо большое. Скажите, Спасибо. а когда вы выступаете в клубах, наверняка бывают те, кто постоянно приходят на ваши концерты? Ну, на ваши выступления, Бывают, да, будем их так я с некоторыми даже знаком, вот именно потому, что они постоянно на меня ходили. Вот. А так, честно сказать, я больше люблю для новых людей выступать. То есть многие наши местные музыканты, они с собой приводят всегда друзей, как бы, ну, делают рекламу какую-то в соцсетях. Вот. И как бы я знаю, что вот мой друг выступает, и я приду. А я так не очень люблю. Потому что друзья начинают... Они не объективны, да? Ну да, они начинают сыграть то, как бы, ну и как-то мне это не очень нравится. Знаешь, я люблю, то есть у меня есть своя программа, я ее играю, и люблю, когда меня не трогают. Вот. А некоторые музыканты... Программа под настроение, наверное, Ну, как да? бы да, то есть, ну, какая-то определенная программа есть. Я не прихожу, как в ресторане, чтобы мне заказы какие-то Да. делали, там, сыграй мне вот это, сыграй мне мурку, там, или что-то еще. И, ну, я не люблю такое. Может, это с моей стороны не очень, как бы, красиво, Но но... это ваше право как музыканта Ну, да. И как гражданина. и как гражданина. Так что, ну, прямо заявляю, я поэтому не люблю, как бы. Люблю, когда новые люди приходят, которые не знают меня, не слышали, как бы покорять, как бы, новые сердца. А как вы думаете, что нравится зрителям вашей музыки? Что их привлекает? Ну, наверное, это надо зрителей спросить. Ну, как вы Я же не буду считаете? себя хвалить, Нет, честно. ну, может быть, искренность какая-то в ваших песнях присутствует, что интересует. Песни, Сейчас которые, особенно живо. песни, которые я играю, они в основном меланхоличные. Они мало веселых песен. Вот. Вы в основном авторские играете? Нет, не авторские. Вот в клубах я обычно играю кавера, именно чужие песни. Ну, свои тоже иногда играю, но редко. Не люблю я свои, если честно, играть. Почему? Ну, вот в клубах точно не люблю. Как-то, может, я хочу, чтобы к ним было какое-то особое отношение. Вот, и, ну, да, там же такое, там все кушают, сидят, пьют, как бы, ну, и это Не до того. не совсем тот Не для ценителей. да, не совсем тот формат, где ты можешь открыть свою душу, как бы. Да. А твоя песня — это твоя душа, ты ее открываешь, и там кушают, пьют. и, Когда ее заедают, ну, не ничего, очень песня приятно. нормально, похлопали, там, еще что-то. Ну, как бы мне это не нравится. А вы есть в социальных сетях? Ну, конечно. А Только вы больше туда- сегодня там нету. А вы туда закидываете видео или фотографии? Ну, фотографиями, конечно, не передать, но видео закидываете вы Да, и свои? фотографии бывают тоже, и видео, само собой, когда я какой-то кавер записываю в студии у себя. Кавер или свою песню, я обязательно ее выкладываю. И Да, вот в интернет. интересно, какие комментарии вам пишут. Наверняка, как и везде, и у всех, злобные, злостные комментарии тоже Ну, вы имеют место быть. Кто-то выложил клип группы Кройдон в Инстаграм. Вот, и, ну, мне это, конечно, лестно, то, что за 2 дня 20 тысяч просмотров было. Вот. И вот там были разные комментарии. В основном, конечно, положительные комментарии были, наверное, 90-95%. Но были как бы такие, типа, фигня там. Ну, как вы на меня них это реагируете? Лично меня это смешило. Потому То есть что, вас-то не задевает? Потому что эти люди, ну вот когда вот под клипом то, что было, да, потому что эти люди, они же как, им важно выпечить свое эго, да, показать, что они в чем-то разбираются, что им что-то не нравится, но они не объективны, и поэтому это смешно. То есть, ну, ты видишь просто их отношение, истинное, их отношение к жизни, и тебе как бы, ну, пусть говорят, что мне... Ну, отец, допустим, мой сильно злится обычно, потому что типа, ах, ну, я сейчас ему напишу там. Вы, как правило, не отвечаете, да? Или все-таки бывает такое, что Ну, иногда, когда хочется? настроение бывает, конечно, отвечаю. Ну, спасибо, само собой, тоже. Я очень благодарен тем людям, которым нравится наше творчество, и, ну, навряд ли без них мы что-то вообще бы делали, понимаете? Вот это же важно, как бы, не то чтобы
как это сказать, Ну, артист без зрителя. не да? фэн-база, как бы, да, Да. потому что ну, у нас фанатской базы в любом случае нету, у нас такого уровня нету. Вот, да и не нужно. Этим и хорошо, как бы, провинция, то, что здесь все друг друга знают, и просто может искренне человек Да. порадоваться за тебя, да, и вот это важнее, чем какая-то фэн-база, там тебя увидели, плачут, там, падают в обморок, это все. Конечно, к этому стремятся многие музыканты. Я тоже бы хотел быть таким настолько популярным, чтобы, я не знаю, там, дети в обморок падали, да. Я вот недавно посмотрел видео, где на концерте «Металлики» отец привел своего сына, там у него такой флаг «Металлика», и они ждали просто, когда мимо них просто пройдут музыканты. И вот когда они прошли, он аж заплакал, короче. То есть, начал плакать, и вот я думаю, это прикольно или нет? То есть это же как бы, можно сказать, как бы идол. Да. Да, то есть человек, ну, как к Богу относится к человеку. Хорошо ли это? Ну да. Вот. Но это есть, как бы, и многие музыканты к этому стремятся, мечтают об этом. Но я не мечтаю. Я просто хочу, чтобы... Я хочу достичь такого уровня, что можно было бы просто собирать хоть какой-то зал, чтобы люди просто приходили и хотели тебя послушать. Делиться своим творчеством. Да, да, чтобы можно было с кем-то делиться творчеством, потому что ты ведь не впустую это все хочешь делать. Ну, конечно, Ты хочешь, артист чтоб- без зрителя — это Конечно, не артист. да. Хочется, чтобы это дошло и до сердец, и до умов, чтобы люди поняли, что ты хочешь сказать, вообще о чем ты думаешь, да, музыкой, как ты относишься к жизни. Это все важно для музыканта. Вот. Спасибо вам большое, спасибо, что сегодня пришли к нам. Мы желаем вам творческих успехов и побольше песен. Спасибо большое вам, что позвали меня. Вот, и с праздником. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Ну, так как, опять повторюсь, еще день, Всемирный день рок-н-ролла, да? Вот, хочу поздравить, слушать хорошую музыку, развивать вкус музыкальный, потому что это говорит о многом о человеке. То есть, когда я смотрю на человека и вижу, что у него вкус музыкальный не очень, как бы уже понятно, что он из себя, в принципе, представляет. Хотя как человек он может быть идеальный, хороший, но это важно, какой у тебя музыкальный вкус. Хочу пожелать всем хорошего музыкального вкуса. Вот. Спасибо вам большое. Вам спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был музыкант Александр Тидеев.